начнем мы с цинка-селена. Еще раз покажу. Два минерала, которые работают всегда в тандеме. Иногда бывает, можно приобрести отдельно селен, иногда бывает отдельно продается цинк, но, как правило, они всегда используются в одной таблетке, потому что они действительно работают в тандеме, они разными путями помогают оздоровить практически одни и те же органы, и оба эти минерала нам необходимы, просто потому что они у нас в организме не синтезируются, они у нас в организме не накапливаются, и поэтому ежедневно с рационом питания они должны к нам поступать. По статистическим данным, цинк и селен являются минералами дефицита практически у большинства людей, которые обитают на планете. И поэтому, несмотря на, возможно, даже полноценное питание, тем не менее цинк и селен являются дефицитными для нашего организма, несмотря на то, что принимают участие в очень большом количестве всевозможных биохимических процессов. Чем будет полезен цинк? Вообще это элемент, который может быть один из немногих минералов, которые принимают участие практически во всех, не то чтобы биохимических процессах, но цинк необходим для того, чтобы все ферменты, которые вырабатываются в нашем организме, имели возможность полноценно функционировать. То есть если цинка не хватает, то какие-то ферментные системы испытывают сбой, и, соответственно, начинаются проблемы со здоровьем. Но больше всего цинк, конечно, известен как средство от прыщей. Очень часто назначают его доктора в подростковом возрасте, когда достаточно серьезное высыпание, акне наблюдается. За счет того, что цинк влияет на работу сальных желез, жирность кожи уменьшается, воспаления уходят. И поэтому, в общем-то, цинк – это средство номер один для тех, у кого есть проблемы акне. Кроме того, цинк очень полезен для правильного синтеза коллагена и кератина. Значит, для кожи, это значит для волос, для ногтей. Цинк полезен еще и как антибактериальное средство. За счет того, что воздействует на определенные рецепторы на стенках бактерий, он не позволяет им размножаться, и за счет этого оказывает антибактериальное действие, то есть бактерии не размножаются, бактерии не вызывают воспалительные процессы, соответственно, заболевание не развивается. Кроме того, цинк еще полезен для регуляции жирового и углеводного обменов. То есть, когда бывает, говорят, вот у меня там что-то жировой обмен нарушен, какие-то проблемы с углеводным обменом и так далее. То есть, скорее всего, может быть как раз дефицит цинка и присутствует в вашем организме. Цинк очень полезен для мужской и женской репродуктивной сферы, поскольку влияет на выработку мужских и женских половых гормонов. Особенно цинк рекомендуют мужчинам, когда возникают проблемы с синтезом тестостерона, когда возникают проблемы с полноценным сперматогенезом. Поэтому врачи-репродуктологи цинк рекомендуют мужчинам в обязательном порядке принимать. Женщинам он тоже очень важен для того, чтобы полноценно работали яичники. Цинк будет полезен для глаз, поскольку он принимает участие в обменных процессах сетчатки. И благодаря цинку наша сетчатка правильно воспринимает все световые импульсы, которые поступают на ткань глаза. И цинк очень важен для профилактики возрастной макулодистрофии. То есть это действительно возрастное заболевание, которое проявляется примерно после 50 лет. Симптом основной – это когда исчезает зрение, скажем, центральное. То есть у нас есть центральное зрение, есть периферическое. Как бы с периферии мы видим, а в центре образуется как бы темное пятно. Вот это макулодистрофия. То есть для того, чтобы избежать данного заболевания, цинк как раз будет очень полезен. Цинк очень полезен для правильной работы клеток головного мозга. У него есть такое действие, как защита нервных клеток от разрушения, что может привести к развитию болезни Альцгеймера. То есть это возрастное заболевание. И цинк здесь имеет не последнее значение. То есть если вы хотите сохранить на долгие годы достаточно хорошую память, светлую голову, то цинк обязательно принимать нужно. Цинк очень полезен для иммунитета. То есть он непосредственно сам в иммунных процессах не участвует, но оказывает опосредованное действие. Селен. Это всем известный мощнейший антиоксидант. В организме у нас есть более 20 белков, в состав которых входит селен. Поэтому если селена вдруг по какой-то причине будет недостаточно, будет его дефицит, то, соответственно, эти белки не будут работать. Селенопротеины принимают участие как раз в репродуктивной функции и у мужчин, и у женщин. Принимают участие в работе щитовидной железы, в выработке гормонов щитовидной железы. Поэтому при дефиците селена как раз именно в этих сферах наблюдаются основные проблемы. За счет того, что
Селен является сильным антиоксидантом, он защищает наши клеточки от разрушения свободных радикалов, он защищает ДНК клеток от разрушения. И селен отвечает за своевременную утилизацию старых клеток и больных клеток в организме. То есть если селена недостаточно, то, соответственно, старые больные клеточки у нас не утилизируются, и это провоцирует развитие онкологических заболеваний. Поэтому селен тоже очень важен в любом возрасте для того, чтобы сохранить молодость, здоровье и защитить себя от такой серьезной напасти. Селен очень важен для мужского и женского репродуктивного здоровья. То есть без достаточного количества селена у женщины наблюдается сбой в менструальном цикле. У женщины развиваются так называемые овуляторные циклы, то есть когда не происходит овуляция, соответственно, снижается вероятность зачатия. Для мужчин селен очень важен для того, чтобы полноценно, правильно формировались сперматозоиды. Это тоже залог успешного зачатия и успешного продолжения рода. Селен очень важен для выработки гормонов щитовидной железы. Вот когда человеку нельзя принимать йод, но есть проблемы со щитовидной железой, есть такие заболевания, рекомендуется принимать как раз селен для того, чтобы восстановить синтез гормонов щитовидной железы и снизить симптомы заболевания. Селен очень полезен для кожи. Это такой мощный омолаживающий компонент, который очень часто рекомендуют возрастным людям для того, чтобы сохранить молодость кожи, для того, чтобы простимулировать синтез коллагена, для того, чтобы разгладить морщинки. И еще селен очень полезен для укрепления волос и ногтей. То есть это как бы и цинк, и селен являются минералами красоты. У них есть даже такое название второе. Еще селен очень важен для того, чтобы не происходило слипание тромбоцитов. То есть селен входит как раз вот именно в состав тех компонентов, которые влияют на склеивание тромбоцитов. Если селена недостаточно, то высок риск того, что начнут образовываться тромбы. Наличие тромбов всегда ведет к заболеванию сердечно-сосудистой системы, и если есть тромбы, очень высок риск развития инсульта. Поэтому селен принимать нужно для того, чтобы защитить себя от инсульта, для того, чтобы защитить себя от образования тромбов, для того, чтобы, если вдруг есть уже, допустим, симптомы варикоза, для того, чтобы не допустить ухудшения состояния вен. Поэтому и цинк, и селен, несмотря на то, что они нам требуются в общем-то, достаточно минимальных количествах, тем не менее оказывают большое влияние на наше здоровье. Поэтому принимать можно всем регулярно, для того, чтобы снизить вероятность развития таких вот серьезных заболеваний. Так принимать. По одной таблетке один раз в день. Любые минералы желательно принимать именно во время еды, либо сразу после еды. То есть выпили утром, позавтракали и выпили одну таблеточку цинк-селен. Курс 30 дней. Повторные курсы можно проводить с интервалом 2-3 месяца. Здесь уже ориентируйтесь сами на то, какое у вас питание, полноценное или недостаточно полноценное, как вы себя чувствуете, какие симптомы присутствуют. В качестве противопоказаний указана индивидуальная непереносимость, беременность и кормление грудью. Деткам с 12 лет можно принимать по схеме, которая вот указана на упаковке. То есть по одной таблетке один раз в день. Детям до 12 лет можно рекомендовать другие витаминные комплексы. Допустим, Сила Алтая, можно рекомендовать Алтай Биоцел. Для их возраста той дозировочки будет вполне достаточно. Детям с 12 лет можно принимать уже цинк-селен. Покажу еще раз упаковочку. Вот так выглядит. Вот такие вот небольшие таблеточки. То есть глотать очень удобно. Даже если есть какие-то проблемы, допустим, с затрудненным проглатыванием, то такую маленькую таблеточку проглотить труда не составит. А можно принимать, если уже есть тромбы. Даже нужно принимать, Ольга, если уже есть тромбы, потому что тромб как раз и образуется за счет того, что ему не хватает селена, как одна из причин. И если вы восполните вот этот дефицит, если селена в вашем организме будет достаточно, то уже и тромбообразование может протекать не так активно, и тромбов будет уже меньше. Но тут, конечно, надо учитывать еще другие факторы, за счет чего образуются тромбы. Если тромбы уже есть, помимо цинка и селена, принимайте обязательно рыбий жир, принимайте омега-3, принимайте настойку огневки. То есть это средства, которые способствуют разжижению крови, которые способствуют тому, чтобы тромбики, которые уже есть, рассасывались, для того, чтобы новые тромбы не образовывались. Декларация о соответствии представлена на сайте компании.